Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В нашей прошлой прогулке по Бахчисарайскому дворцу мы посетили зал заседаний Дивана, то есть Государственного совета Крымского ханства. Если пройти через него далее, мы выйдем в тихий дворик с колоннами и фонтанами. Слева от выхода из зала Дивана видна мраморная лестница с резными плодами граната на деревянных перилах. Эта лестница ведет в светлое помещение, которое принято называть летней беседкой. Я очень люблю бывать здесь рано утром, когда солнце окрашивает цветными бликами мрамор пола, фонтана и бассейна. Журчание воды, обилие света и воздуха делают ее, как мне кажется, одним из красивейших уголков Хансарая. В ханское время многие помещения дворца тоже были украшены цветными витражами и комнатными фонтанами. Правда, вот именно эта беседка тогда выглядела иначе. Витражи и перегородки между колоннами появились в ней уже в российскую эпоху, а изначально она была открытой и составляла одно целое с садом, что виднеется за ее окнами. Этот небольшой сад, обнесенный стенами, называется бассейным двориком. Сейчас он еще восстанавливается, но о его былом великолепии рассказывают старые изображения. Лозы винограда увивали боковые галереи для прогулок, а посередине благоухали цветники с самыми разнообразными цветами. Вода из мраморного фонтана у стены струилась по замысловатому резному каскаду в декоративный бассейн под навесом. В этом подобии земного рая наверняка можно было хорошо отдохнуть и собраться с мыслями после дискуссии в зале Дивана. Можно представить, как правитель Крыма выходит в этот сад в окружении своих беев и мирс и приглашает их послушать игру музыкантов. Сохранились описания того, как сам Сахиб Гирай собирал своих гостей на подобные концерты. Музыка, которая исполнялась на них, порою была рождена здесь же, в стенах Хансарая. Например, мелодия, которая звучит сейчас,
написано выдающимся крымско-татарским композитором 16 столетия Газаи. Войдя под таким псевдонимом в историю искусств, в политической истории Крыма и Европы этот человек более известен как Гази II Герай-хан. Ночью слезы сна не зная льет печальная свеча. От страдания разгораясь, тает плавная свеча. Утром, с грустью понимая, что желания не сбылись, от печали убывая, сникла талая свеча. То разлуки, то свидания вспоминая Газаи, то рыдает, то сияет сострадальная свеча. Эти стихи тоже принадлежат его перу. Причем Газаи был не единственным талантом в своем роду. Помимо него известен целый ряд ханов-поэтов. Они чаще всего писали под псевдонимами. Так, под именем Резми любители изящной словесности узнавали хана Бахадыра Герая. Камилев звался Мехмед IV Герай, а Хаджи Селим Герай избрал для себя псевдоним Ремзи. В ханском дворце остается немало зеленых уголков, подобных бассейнному дворику. По ханской резиденции можно гулять, переходя от сада к саду. Этот дворик, называемый Посольским, в прошлом был открыт со стороны города, и в его стене имелась калитка. Мост, проложенный к ней через реку, до сих пор сохранился по ту сторону стены. Здесь, среди цветов и фонтанов, могли дожидаться встречи с ханом разного рода гости ханского дворца, например, иностранные послы. Из посольского дворика мы проходим в гаремный. Здесь тоже был устроен сад, где до сих пор можно видеть старинный квадратный бассейн с фонтаном посередине. Это последнее, что осталось от банных зданий, располагавшихся когда-то здесь поблизости. А напротив гаремного корпуса были устроены аллеи, увитые виноградом. Нынешний гаремный сад – это лишь скромное напоминание о былой роскоши. Ведь в прошлом гарем был гораздо обширнее и состоял из нескольких внутренних двориков с садами и различными постройками. Как мы уже говорили во время одной из прежних прогулок, центральная Дворцовая площадь изначально не была засажена ни деревьями, ни цветами. Зато зеленью, тенью и прохладой были наполнены сады в многочисленных внутренних двориках хан-сарая. Какие же деревья и цветы росли в этих садах? Сведения об этом не слишком подробны, но изложены порою весьма поэтически. Вот, например, как очевидец описал ханские сады в год основания хан-сарая. Со всех сторон из зелени выступали кипарисовые и гранатовые деревья. Кусты жасмина светились, как лица красавиц. Нарциссы, высокомерные, как глаза обольстительниц, и гиацинты, растрепавшиеся, как великолепные волосы. С ними сливались стенания соловья. Тюльпан бил себя в грудь, жалуясь, что оторван от своих друзей в долине. Кто знает, возможно, именно бахчисарайские дворцовые сады и вдохновили знаменитого Газаи на создание его известного стихотворного произведения под названием «Гуль ве бульбюль», то есть «Роза и соловей». На плане хан-сарая, сделанном в 1787 году, то есть спустя лишь 3 года после того, как дворец был покинут последним ханом, тоже есть краткие описания здешних садов. Ровные ряды деревьев к югу от дворца обозначены так: сад на склоне Меловой горы, где живописно растут фруктовые деревья, а в тени фиалки под висящими лозами манящего винограда. Речь здесь идет об уже знакомых нам террасах с висячими садами.
Путешественники более позднего времени добавляли, что нижняя терраса действительно была засажена виноградными лозами, а верхняя – фруктовыми деревьями и, среди прочего, грушами редчайших сортов и изумительного вкуса. Участок с извилистыми тропинками между густых зарослей на старом плане обозначен иначе – лесной сад, где и сейчас можно найти зайцев, кроликов и ягнят. Вместо лесного сада сейчас на этом месте пустырь, что переходит в жилые дворы. Досаднее всего, что вместе с садом погибло также и загадочное сооружение, которое стояло неподалеку от его ограды. Эта постройка тоже изображена на старинных планах. Подобно летней беседке, она стоит внутри огороженного дворика и окружена рядами деревьев, фонтанами и клумбами сложной формы. Здание подписано так: «Старинный домик с левого крыла, сохранен ханами в качестве побудительной причины формирования этого города». Постройка располагалась примерно там, где сейчас мы видим эти новые жилые здания. В прошлом она была известна также как Зимний или Старый ханский дворец. К 1820 годам этот старый дворец уже сильно обветшал и вместо ремонта был попросту снесен. Из всех сооружений старого дворца еще долго сохранялась беседка с фонтаном внутри. На ней можно было прочесть надпись «Отворяющий двери, отвори нам наилучшую дверь». 1753 год. Но в советское время снесли и ее. Что же это было за здание? Почему оно считалось родоначальником города? И почему ханы так берегли его? Я думаю, ответ может дать история строительства Бахчисарая Сахибом Гираем. Ведь в самом начале, еще до того, как возвести капитальные стены ханской мечети и бани Сары-Гузель, хан соорудил тут именно беседку. Вот как об этом писал Рамал Ходжа. В этом саду, похожем на рай, украсили золотом кёшк, то есть беседку. Водоем, похожий на райскую реку Кевсер, был наполнен живою водой. В кёшке забил фонтан, словно в райском саду. Внутри установили царский трон. Его Величество хан восседал на нем с достоинством Сулеймана. Если допустить, что эта беседка и была тем самым киоском Сахиба Гирая, то становится понятно, почему карта говорит о ней как о первопричине постройки города. Вероятно, в 1753 году Селямет II Гирай восстановил ее после пожара вместе с прочими древними зданиями дворца и оставил на ней надпись в память об этом, в точности, как он сделал над входами в ханскую мечеть и в зал дивана. Как известно, само слово Бахчисарай в переводе обозначает «садовый дворец». Ханская столица была построена на месте прекрасных садов и во многом унаследовала их красоту и уют. В Бахчисарайском дворце нашлось место и для роз, и для соловьев, и для струй родников. И если основатели Хан-сарая стремились построить его похожим на райский сад, то следует признать, что они успешно осуществили свой замысел.